Украинский медицинский колледж на протяжении многих лет является примером того, как именно должна проходить работа по патриотическому воспитанию молодежи. И это не случайно, ведь руководитель учреждения Таймураз Ривазов по своему личному опыту знает, насколько важно прививать молодежи чувство патриотизма, любви к родине. Таймураз Дмитриевич – ветеран боевых действий. Во время трагических событий августа 2008 года в Южной Осетии он и его коллеги выполняли не только врачебный, но и человеческий долг. Спасали раненых, выводя их из-под обстрелов. Рискуя собственными жизнями, они спасали других. Прошло уже 17 лет, и сегодня мы пригласили Таймураза Дмитриевича поделиться своими воспоминаниями о тех днях. Таймураз Дмитриевич, здравствуйте. Я рада приветствовать вас в нашей студии. Это все взаимно. Здравствуйте. Таймураз Дмитриевич, а расскажите, как вы оказались 17 лет назад на месте событий в первые же дни конфликта? Иногда об этом думаю, и прежде всего я считаю, что только одно – долг. Долг. События начались 8-23-15. Я работал заместителем министра здравоохранения нашей республики. И, конечно же, мы все находились на рабочих местах. Узнали об этой трагедии, что бомбежки, артиллерийские обстрелы, то я принял решение, что надо находиться там. 4:45 утра мы были уже там, в Джаве. И, конечно, мы ожидали всего, но что так действительно это будет, такая агрессия, притом со всех сторон, я, честно говоря, не ожидал. Потому что мы видели бомбежку, обстрелы, картинки, в основном это по телевидению. Но когда ты видишь это реально на твоих глазах, конечно, до сих пор, я думаю, это была очень колоссальная трагедия. Война есть война. Но на моих глазах это как вчерашний день, хотя и прошло 17 лет. Поэтому решение было принято не спонтанно. Мы внутренне были этому готовы. Но самое главное, то, о чем я сказал, долг и находиться там, где действительно сегодня мы должны быть, вот это и побудило. Не только меня, а всех ребят, которые были вместе со мной. И хочу сразу сказать, что колоссальная работа, которая была со стороны наших коллег, медицинских работников. Я об этом всегда говорю и отмечаю. Врачей, медицинских сестер, фельдшеров. Не могу не сказать о той колоссальной работе, которую провели в тот период времени. Это водители санитарного транспорта. Честь им и хвала. И, конечно же, особо я хочу вспомнить тех ребят, которые были с соседних территорий, в частности, полный состав отделения территориального центра медицины катастроф Кабардино-Балкарии во главе с их руководителем Кардановым Алим Владимировичем, с ним и с его ребятами, которые прибыли в первые часы, и было 16 человек, подготовленных ребят, с которыми мы не то что подружились, но у нас до сих пор сохраняются, я надеюсь, и будут сохраняться самые братские отношения. Такой был период именно 8-го, под утро. И, конечно же, основная задача стояла так – организовать эвакуацию раненых и пораженных в лечебные учреждения нашей республики. Поэтому был определен сразу же совместно с нашими коллегами коридор и пути эвакуации. И первое, где мы развернули, территория таможни. Первый этап был со стороны Северной Осетии. Второй – это был северный портал туннеля. И, конечно, базовый госпиталь, где мы развернулись, ночью. Это была районная больница Джавы. Когда мы прибыли туда, было темно, освещения практически не было. Первое, что меня поразило, лечебные корпуса. Эти были деревянные строения. И потом мы приняли решение, когда попытались развернуть внутри койки, то я себя поймал на мысли, что с носилками туда заходить невозможно. Очень узкие двери были. И поэтому было принято абсолютно правильное решение развернуть госпиталь во дворе. Это был летний теплый день, ночь. Помню, луна освещала все. И во дворе Джавской больницы мы развернули
около 35 коек. И буквально через несколько часов стали поступать раненые. Притом, я вспоминаю, подвозили не только санитарный транспорт, но подвозили, я помню, несколько случаев, когда раненых привозили на КАМАЗах. Не на грузовых КАМАЗах. Не на грузовых КАМАЗах. Видимо, пользовались теми подручными средствами, о которых мы всегда говорим. И в том числе ребята, раненые наших вооруженных сил. И вот это решение, которое мы приняли тогда совместно с моими коллегами, было полностью абсолютно оправдано, потому что счет шел на минуты. Мы нередко говорили о военной травме, но когда ты видишь это в таком большом количестве, очень важны первые минуты, не часы, а минуты наши. Поэтому наши коллеги проявили колоссальную работоспособность, свою профессиональную подготовку. И как эффект, потом, когда мы вот первые часы, не первые дни, а первые часы мы анализировали по доставке, по путям транспортировки, эвакуации, вплоть до нашего военного госпиталя и лечебных учреждений, ни одного смертного случая не было. Это очень важно. Конечно, со мной вместе был вот наш товарищ Алимов Кардан Владимирович, о котором я говорил. Я хочу сказать и о профессоре Слепушкине Виталии Дмитриевиче, который стоял рядом с нами все время. Человек с большим и колоссальным опытом. Поэтому правильный подход к военной травме и проведение, прежде всего, противошоковых мероприятий, он полностью себя оправдал. И правильно выстроенная логистика и маршрутизация – это как итог то, о чем я с вами говорил. В дороге, а ведь дорога это непростая. Из Джавы, Цхинвал-Джава, потом лечебные учреждения, республиканская клиническая больница скорой помощи и, конечно же, наш военный госпиталь, который расположен на Церетели. Я же говорю, мы потом анализировали, в том числе и с военными врачами, и абсолютно все правильно было. И благодаря этим я абсолютно уверен, что те ребята, которые получили разной степени и тяжести ранения, они сегодня вместе с нами. Сложности, с которыми вы столкнулись в первые минуты нахождения в Южной Осетии, какие эмоции вы испытывали, работая в таких непростых условиях? Сложность была прежде всего, что надо было сперва оценить обстановку. А практически на это время не было. И вспоминая так, я думаю, вот для нас как таковых сложностей не было, потому что мы теоретически были подготовлены к этому моменту, знали. Поэтому то, о чем я говорил, мы когда развернули около 35 коек, я думаю, никаких трудностей мы с этим-то, в общем-то, не испытывали. Лекарственные препараты были полностью обеспечены. Я не могу не сказать, что очень активное участие в вопросе лекарственного обеспечения здесь, в Северной Осетии, принимала тогда руководитель фармации Кудзасова Валентина Хамазаева. Честь ей и хвала. Основной вопрос направления, который, и в том числе направление обеспечения, очень активную работу проводил Реутов Александр Викторович. Поэтому с какими-то такими сложностями, которые были бы нерешаемыми, да, я не могу сказать, что было... Да, было сложно, но война есть война со своими сложностями, со своими особенностями. На ваш взгляд, какие медицинские знания и навыки были самыми важными в этот момент? Как вы справлялись с таким количеством раненых? Степень готовности. Степень готовности, прежде всего, период действия оказания помощи раненым и пораженным. И прежде всего это, конечно же, профессиональная подготовка. Умение остановить кровотечение, умение провести противошоковые мероприятия и мобилизационной работой. И, конечно же, одно из важнейших направлений в этом – это сортировка. Сортировка. Мы, гражданские лица, в свое время очень многое научились у военных медиков. Великолепно. Вот лично я для себя подчеркнул особую важность понятия сортировки. И когда ты все это правильно выстраиваешь, то мы получаем тот результат, который мы на сегодняшний день и получили. Общаясь с руководителем наших лечебных учреждений, и республиканской больницы, и клинической больницы с помощью, и, конечно же, с руководителем тогда военного госпиталя. И я думаю, что было сделано все абсолютно правильно. По истечению этих событий,
проходит определенный анализ и разбор всех случаев. За 2-3 дня была оказана помощь именно раненым и пораженных более 430, в том числе и военным в том числе. Потому что первые сутки военный госпиталь 58-й армии, он находился недалеко от Джавы. Но подъездные пути не очень-то были, будем говорить так, качественные. И, конечно, основной поток раненых, и в том числе военных, шел к нам в госпиталь, который мы развернули в Джаве. Когда медик, опять-таки, я не говорю только о врачах, я говорю о медицинских сестрах, фельдшерах, рядом стояли водители. Вы знаете, санитарный транспорт был выстроен в цепь с открытыми дверями. И это очень важно. Одна машина подъезжала, эвакуация, другая машина подъезжает. Никаких сбоев абсолютно не было. И все это как вот иногда, когда кино показывают, да, вот движение вперед, я думаю, вот этот период как раз все, что у нас проходило на наших глазах. 230 человек. И я думаю, что многие, в основном это ребята были военнослужащие, молодые ребята, многие помнят вот этот очень непростой период. Это первый этап, о котором мы с вами говорим, который происходил на территории нашей Южной Осетии. Я очень часто, когда мы говорим о патриотизме, 17 лет прошло, и те события, которые сейчас есть, и мы говорим о патриотизме, я хочу сказать, что вот начиная от Кировского района, то, что я сам видел, до выхода из Джавы, ведь стояла, я ее называю так, сплошная гусеница, техника стояла. Тот порыв, который я видел среди наших ребят из Северной Осетии, из Южной Осетии, да, которые стремились туда. Это было невообразимое количество. И каждый хотел принять участие в военных действиях. И каждый просил оружия, и каждый просил допустить его. Вот такой был порыв на моих глазах. Все я помню, как вчера. Я вот сказал вам о наших коллегах с Кабардино-Балкарии. Но вместе с нами были наши коллеги. На второй день подтянулись уже силы и средства. Это с города Кисловодска. Из Ставрополя санитарные машины. Я не говоря уже о санитарных машинах со всех районов нашей республики. Не было ни одного района, который бы вот в первые трагические дни не направили санитарный транспорт, укомплектованный, как положено, в соответствии с стабильным оснащением, квалифицированными медицинскими работниками, которые бы не отправили в Южную Осетию. И большинство главных врачей на тот период времени, да, я их видел непосредственно там. Вот в этом вся и особенность. В нужный момент, в нужном месте, всем вместе. Вот это то, о чем я говорю, патриотизм. О наших ребятах, о наших медицинских работниках. Таймураз Дмитриевич, как война в Южной Осетии повлияла на вас и на ваших коллег? Повлияла. Степень готовности, прежде всего, должна быть. Степень готовности. Поэтому, когда мы говорим о военных событиях, и не только военных событиях, но по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, степень готовности должна быть самая высокая. То, что у нас есть на сегодняшний день. Наши бригады, наши квалифицированные врачи, сотрудников нашей медицинской академии, которые были рядом с нами. Рядом с нами был и Валерий Зелимханович Тотиков, который вместе, два профессора, профессор Слепушкин и профессор Тотиков, принимали самое активное участие. И когда те, которые оказывают непосредственно, находятся в том числе на поле боя, когда они чувствуют, что есть именно такая составляющая в медицине, конечно, я всегда говорю, это очень-очень здорово. То есть не было абсолютно никакой разрозненности. У всех была одна цель. В самый короткий период времени провести противошоковые мероприятия, мобилизацию и эвакуацию в лечебные учреждения. Что и было сделано. Какой бы совет вы дали медицинским работникам, сталкивающимся с военными конфликтами и чрезвычайными ситуациями сейчас и в будущем?
учиться и совершенствоваться. Учиться и совершенствоваться. Притом постоянно. И поэтому вот тот период времени, помните, когда в свое время были закрыты военные кафедры, которые сейчас восстанавливаются, это очень важно. Я хочу ответить, что колоссальную роль вот, ликвидации последствий вот этого конфликта, конечно, колоссальную роль сыграла структура, которая называется Территориальный центр медицины катастроф, который до сегодняшний день возглавляет генерал-майор Гончаров, который тоже здесь был. И все наши сотрудники, медики, и не только я, а вот тех ребят, о которых я говорил, из медакадемии, из Территориального центра медицины катастроф. И мы, конечно, периодически бываем в Москве, в Центре медицины катастроф, в котором отработаны самые современные технологии ликвидации тех событий, о которых мы с вами говорим, и не только военных, но то, что происходит и в гражданский период времени тоже. Еще скажу одну фразу о наших коллегах в Южной Осетии. Ведь когда началась война, вот, один из танков, сожженных танков, был где-то в метрах 350 от республиканской больницы. И тогда было принято абсолютно правильное решение всех, которых находятся на этажах, больных, соматических больных, и те, которые поступали, раненые, пораженные, перевести в подвальное помещение. И это был очень, очень важный шаг. Потому что если бы эти помещения, они как и укрытия, не были подготовлены, последствия были бы совершенно другие. Совершенно другие были бы. Да? Поэтому степень готовности нашей постоянной быть готовности к такой ситуации. Что сейчас и делается. Очень замечательная книга вышла под редакцией профессора Слепушкина «Военная травма», на которой обучаются студенты. Мы тоже готовим сейчас такой же учебник для будущих военных фельдшеров, и это очень важно. А конкретизируя ответ на ваш вопрос, я скажу, что вот на сегодняшний день уже 48 наших выпускников, военные фельдшера, они находятся в зоне выполнения специальной военной операции, с которыми мы постоянно и периодически встречаемся, когда они прибывают в краткосрочный отпуск. И, конечно же, я им тоже задаю тот же вопрос, который вы мне задаете. И знаете, ответ у всех один, что да, действительно, очень важна теоретическая подготовка, именно по военной травме в том числе. Ведь благодаря вот этим навыкам, полученным здесь, благодаря симуляционным центрам, благодаря тем муляжам, которые у нас есть, благодаря особенности ведения военной травмы, наши ребята, дай Бог им здоровья, и самые сегодня живы и здоровы. А если посчитать в день, если даже, понимаете, 47 человек, если в день они оказывают помощь 5, 6, 8 раненым, это же сколько получается в день, в неделю и в месяц. А результат только профессиональная подготовка. Поэтому постоянно надо готовиться и совершенствоваться. И совершенствовать знания по военной медицине. Я думаю, это будет абсолютно правильно. Особенность в чем заключается? Именно профессиональная подготовка, на эмоции времени не должно быть. Потом это все бывает. Или до, или позже. А во время событий так. Надо работать. Голова думает, руки работают. Я люблю вот это выражение. Вплоть до автоматизма. Тогда будет очень хорошо. Что мы имеем на сегодняшний день. Спасибо за то, что вы не забываете события 17-летней давности, что вы не забываете и акцентируете то, о чем мы с вами говорили, о роли медицинского работника. Ведь, понимаете, я вспоминаю, был случай с Кировского района приехали бригады скорой помощи, и помню, из пригородного района во главе с главными врачами. Они были как одеты вот в летнее время, да, кто-то в тапочках, да, вот, много куда дышта. Я автомобиль машины шпаты что, а махашмасы дышта. Вот порыв, вот порыв. Я очень благодарен
всем нашим сотрудникам, вот вы сказали о врачах, медицинских сестрах, фельдшерах, водителях сказали, да? Но ведь немалой частью это были женщины и девушки, которые находились там. Поэтому с такими коллегами мне не страшно. Дай Бог им здоровья. Таймураз Дмитриевич, ваш опыт и преданность делу – пример для многих. Спасибо, что нашли время сегодня, поделились своими воспоминаниями и мыслями. До новых встреч.